9 российских субъектов и 11 городов. 50 молодых людей со всей России проедут по местам боевой славы. Ребята входят в состав международного ломоносовского клуба, который в этом году реализует проект «Грозный Крым». Гости возложили цветы к памятнику жертвам Бесланской трагедии в городе Ангелов. Хетак Плиев расскажет подробнее. Пылающую школу в Беслане ребята видели по телевизору. Масштаб трагедии поняли, когда оказались во дворе первой школы в городе Ангелов. На могильные плиты ложатся цветы. Сдержать слезы молодые люди просто не могут. Без слез не обошлось. Но и сейчас. Я действительно не ожидала, что такие эмоции будут. На второй день экскурсионный автобус привез ребят в Куртатинское ущелье. Остановка у Аланского мужского монастыря. Безмолвную тишину нарушают только вспышки фотоаппаратов. Позже ребята признаются, такой красотой нельзя не делиться. Фотографии уже рассматривают подписчики в разных городах страны. Отлично. Рассказали гостям и о сторожевых башнях. Также башни служили как средство коммуникации. То есть, когда идут враги, на одной из башен зажигали огонь. И все другие башни, все точки, их видно, с каждой точки видно все башни. И уже жители видели, что приближаются враги, и как бы готовились к обороне. Уже во Владикавказе ребята перелистывают новые страницы истории астинского народа. У мемориала Барбашова поля их встречает Артемий Мириков. Юный экскурсовод рассказывает о боях под Владикавказом и подвигах советских солдат. В 1942 году, в ноябре месяце, когда на этих местах разворачивались ожесточенные бои, то младший сержант Орджоникидзевской дивизии внутренних войск НКВД Петр Парфенович Барбашов 9 ноября 1942 года, выполняя приказ командования по уничтожению огневых точек противника, своей грудью закрыл амбразуру вражеского дзота. Осетия, которая еще вчера казалась такой далекой, стала для гостей ближе. Ребята признаются, перед поездкой о республике читали в книгах, знают известных людей, выходцев из Осетии. Я знала, что эта республика находится на горной местности, и здесь замечательные ландшафты, преимущественно горы, которые покрыты снежными шапками. Также здесь есть Аланский мужской монастырь, который я хотела увидеть, так как я интересуюсь всеми религиями, и мне сегодня посчастливилось это сделать. Я знала, что из Северной Осетии Мияги и Эншпиль – это известные певцы, а также, конечно же, кто не знает известного дирижера Мариинского театра Валерия Гергиева. В международном ломоносовском клубе порядка 600 человек. Они занимаются просветительской деятельностью, участвуют в конкурсах, путешествуют по стране. В клубе есть два флагманских проекта. Это первый – Ломоносовская ассамблея, которая проходит, как правило, в Санкт-Петербурге. Это конкурс больше для ребят, увлекающихся литературой. Это конкурс, куда приезжают творческие ребята. И 5 дней или неделю они погружены в атмосферу Санкт-Петербурга, они посещают музеи, театры. Второй проект – Ломоносовский обоз. Цель – познакомиться с тем, какой вклад внесли жители Юга России в Великую Победу. Отправиться в путешествие по Кавказу посчастливилось 50 ребятам. Ребята приехали, познакомились с Осетией, увидели красоты республики. И когда они разъедутся по домам, они, естественно, будут рассказывать друзьям, знакомым, родственникам, делиться хорошими впечатлениями в социальных сетях. И этот проект также будет способствовать привлечению туристов в нашу республику. Организаторы поездки – некоммерческая организация «Звезда» и Федеральное агентство по делам национальностей. В туристической программе знакомство с достопримечательностями Северной Осетии, Чечни, Ставропольского и Краснодарского краев. Завершится тур 28 августа в Крыму. Хетак Плиев, Давид Битиев. Новости Осетии.